Я продолжаю писать карту дня на 7 ноября, на понедельник. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов до рыбок. Если вы зашли на видео, вам нужны первые 6 знаков, вам нужна первая часть. Я всегда для вас оставляю ссылочку под этим видео в описании внизу. Вы можете найти. Или можете оставить запрос в комментарии. Я вам оставлю в комментарии ее. Продолжаем смотреть. Весы. 7 ноября. Понедельник. Покажите мне, что будет у весов происходить в этот день. Ключ первое у вас. Ага, еще был весы были. Колебания, сомнения. Ваши любимые сомнения. Ключик показывает, что все в ваших руках. Никаких сомнений, никаких колебаний. Да? То есть перед вами открыты двери. Двигайтесь вперед, не сомневайтесь. Колокольчик, пустые разговоры. Время. Надо будет следить за временем. Будильник показывает, что вы можете опаздывать. Может быть, сомнения будут. Успею, не успею. Скользкое дело. Цепь нельзя. Бабочка. Деловое общение. Смотрите, с деловым общением ложится рядом обман. Да, скользкое дело. Потом вот, возможно, это подсказка. Где именно будет. Решение вопросов. То есть вот это, я думаю, что вот это заманчивое предложение, да, то есть вы от него откажетесь, и этот вопрос решится. То есть вас не получится обмануть. Ну, это как вариант. Подарок нельзя. Ссора. Смотрите, время ссора. Возможно, из-за того, что вы опоздаете, да, вот с кем-то поссоритесь. Яблочко, слезы. Ну, слезы могут быть связаны с рыбой, да, с обманом. Так, здесь нет и здесь нет. Получается, у вас в этот день какие-то колебания, сомнения, проблема со временем, следите, да, то есть пораньше старайтесь выходить, выезжать, давайте себе, да, запас. Ссора, пустые разговоры, ключ, все в ваших руках, да, то есть вы все можете решить в этот день. Будет решение какого-то вопроса, будет деловое общение, может быть обман и могут быть слезы. Так что у вас тут, видите, есть как хорошие события, да, ключик, ножницы, так и не очень. Благодарю за внимание, весы. Перехожу к скорпионам. Так, скорпионы, смотрим. 7 ноября, понедельник. События дня. Глубокая печаль. Первое событие, да, такое не очень хорошее.
Что-то может вас расстроить. Но, видите, выпадает надежда. Да, не все потеряно, есть какие-то надежды. Победа. Надежда на победу. Интимная связь. Разочарование рядом с связью ложится. Деловое общение. Причем, видите, победа именно будет связана с делами, с какими-то переговорами, разговорами. Колокольчик нельзя. Исполнение желания. Якорь. Якорь показывает, что что-то заканчивается по якорю. Часто мы ставим точку в каком-то вопросе. Возможно, это будет разочарование, печаль, да, что что-то заканчивается. Или останавливается. Это еще остановка. Письмо. Получение. В общении, да, в деловом вы получите какой-то либо документ, либо справку, бумагу, деньги, может быть, в конверте. Лебедь нельзя, и здесь нет. Получается, смотрите, с одной стороны, да, вот здесь просто прекрасно все. Здесь какая-то ситуация непонятная будет, вот минус один единственный. То есть показывает, что может что-то закончиться, остановиться, да, то есть и это вызовет у вас разочарование в этот день. Это минус, все остальное плюс. Деловое общение, какое-то получение в этом общении вы для себя. Да, надежда, во-первых, есть надежда на результат. Результат будет победа. Общение, получение, исполнение желания и интимная связь. Так что, видите, тут очень много хороших событий. Единственное, вот, может быть, в первой половине дня какое-то неприятное. Но зато потом все наладится. Благодарю за внимание и перехожу к стрельцам я. Так, смотрим, стрельцы. 7 ноября. Понедельник. События для стрельцов покажите мне. Интимная связь может быть у вас. Отличное настроение, солнце, радость. Свидание. Да, то есть, возможно, настроение из-за свидания такое хорошее. Дорога, поездка. Может быть, поедете на свидание. Может быть, свидание будет где-то далеко. Что у вас тут только все про личную жизнь. Хорошие новости. Угу. И на тебе напоследок, да? Рыбка выпала. Рыбка какое-то скользкое дело. Ну или как вариант, на свидании будете кушать рыбку. Успех нельзя. Я больше не увидела ничего.
Значит, смотрите, получается свидание, отличное настроение, поездка, интимная связь, хорошие новости. И единственный минус – это какое-то заманчивое предложение. Да? То есть рыба всегда показывает, нас пытаются заманить, да, в свои сети кто-то. И нужно быть просто очень осторожными. Если, может быть, у вас первое свидание, будьте осторожны, внимательны, если вы человека не знаете. Может быть, он будет, да, то есть много рассказывать того, что не является правдой. Так что вот обратите на это внимание. То есть это всегда какой-то обман. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к козерогам. Козероги. Седьмое ноября. События дня для козерогов. Конвертик получения будет у вас в понедельник. Общение со змеей. Человек-змея. Да, то есть человек, которого, возможно, стоит и опасаться, да, потому что иногда показывает злой язык. Да, то есть какой-то человек, который приносит нам вред. Корона. Общение с представителями закона власти. Да, то есть какие-то влиятельные люди. Корона обычно показывает влиятельных. Например, со змеей это может быть врач. Да, то есть змея показывает медика, да, а корона, что-то человек, да, имеет определенную власть. События в доме, может быть, еще в этот день. Может быть, на событии будет какой-то, кто-то у вас там из родственников влиятельный. Свидание нельзя. И здесь нет. Получается 4 события. Первое – получение. Кстати, получение вот этот человек может вам как раз и выдавать. Да, то есть какую-то справку, бумагу, паспорт, документ. То есть получение. Получение, общение с влиятельным человеком, общение со змеей и какое-то событие в доме в этот день. Ну, вот такие события для вас. Козероги на понедельник. Благодарю за внимание, и я дальше буду смотреть события для водолеев. Водолеи. Седьмое ноября. Понедельник. События дня. Интимная связь, кровать.
Успех нельзя. Тайная встреча, тайное свидание. Корона. Общение с каким-то влиятельным человеком. Может быть, встреча тайная с ним, с ней. Неприятность. В этой колоде не могу вам сказать, да, то есть по вашей вине, не по вашей. Может произойти, а кто будет виноват, пока непонятно. Горизонтали, вертикали нет совпадений. Получается 4 события. Первое показывает интимную связь в этот день. Ну или желание, да, вот полежать, ничего не делать. Иногда еще так кровать проигрывается. Неприятность может быть, поэтому будьте осторожны, постарайтесь следить, да, чтобы не наделали ошибок и все это не произвело к неприятности. Дальше может быть общение с каким-то влиятельным человеком. И может быть еще тайная встреча в этот день у вас с кем-то. Так что вот такой день. Благодарю за внимание и переходим к рыбкам. Рыбки. 7 ноября. 7 ноября, понедельник. События дня. Рыбки. Исполнение желания. Первое событие у вас. Прекрасно, да? Прекрасное событие. Встреча со змеей. Завистница, может быть, какая-то, завистник. Удачу нельзя. Надежда. Получение. Надежда на какое-то получение. Мешок с деньгами. Может быть, надеетесь получить деньги какие-то в этот день. Выплаты. Колебания, сомнения есть у вас. Колебания, сомнения, но и надежда есть. Но если будете сомневаться, то не сомневайтесь. Видите, показывает, что деньги должны прийти. Друг, общение с другом, подружкой. Бабочку нельзя. Любовь. 2 сердца. Все хорошо в личной жизни. И смотрите, показывает еще может быть чемодан. Разлука, расставание с кем-то. То есть тут либо с любимым человеком, либо с другом, подружкой. Чемодан — это временное расставание. То есть кто-то уезжает с чемоданом. С кем-то вы там попрощаетесь. Получается, в этот день у вас исполняется желание. Общение с человеком-змеей. Какое-то событие, связанное с деньгами. Колебания, сомнения, надежда, получение. Общение с другом, все хорошо в личной жизни, любовь.
И разлука, расставание временная. То есть важно понимать, что это на время. Человеку просто надо уехать. Так что, рыбки, вот такой у вас будет насыщенный понедельник. Да, очень много событий выпало. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.